Для борьбы с коронавирусом многие предприятия Якутии переходят на удаленный режим работы. Такой формат практикует и наша компания. НВК «Саха» и «Якутия-24» перевели большую часть сотрудников на частичную или удаленную работу. Как в таких условиях сейчас готовит новости наш телеканал. Материал Агафьи Гоголевой. Круглосуточный информационный телеканал – это ежечасные выпуски новостей, съемки, прямые включения. Работа без выходных и даже в условиях всеобщего карантина СМИ входят в список непрерывно действующих организаций. Информационная служба телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха», радио «Тетим» такова, что необходимо быть на рабочем месте. Поэтому нами сформирована специальная бригада, которая до 5 апреля будет заниматься оповещением населения о ситуации с коронавирусом, разумеется, с соблюдением всех санитарных норм и норм Трудового кодекса. Мы готовы сегодня взять на себя ту социальную ответственность, которую ждут от нас якутяне. За всем этим стоит огромная команда специалистов. Перевести их хотя бы частично на удаленную работу – дело непростое, но, как оказалось, осуществимое. Сидя дома, я захожу на все ресурсы сервера и могу монтировать сюжеты, прослеживать эфиры, то, что там делается. Для редакторов радио основным инструментом является мобильное устройство. Однако полностью перевести даже эту службу на удаленную работу не представляется возможным. Всегда есть дежурный сотрудник. Запись вот только что, которую вот я записала, сейчас эти новости, да, они выйдут уже через полчаса. В эти полчаса должны успеть ребята, получив там уже у нас в НВК, на телеканале «Якутия-24», успеть смонтировать и поставить ее уже, в общем-то, в плейлист. В круглосуточном режиме работает служба и интернет-вещания телеканала «Якутия-24», сайты як24.ру, НВК онлайн, а также YouTube-каналы Чохон, НВК Саха и Якутия-24. Эту службу на удаленную работу удалось перевести полностью. Мы уже неделю назад перешли на дистанционный режим работы. В принципе, формат работы не поменялся, только мы работаем из дома, и все. Но все звонки и так далее здесь можно проводить. Мы пишем как минимум 16 новостей в день, но в связи с такой ситуацией, которая сейчас происходит в регионе, где-то 20 новостей точно выходит. Несмотря на некоторые технические неудобства, работа удаленно имеет и свои преимущества. Это экономия средств и возможность оформить рабочее место по своему вкусу. Но самое главное – безопасность каждого сотрудника самой многочисленной новостной редакции в республике. Агафья Гоголева, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев, Якутск.